Общепризнанного мастера ваяния нашей республики Ксенофонта Николаевича Пшенникова, творчество которого проникнуто особой ментальностью, связанной, наверное, с героической историей нашей Родины. Потому что именно в его творчестве, в его образной пластике отражены все вехи нашей Родины. Ну, Ксенофонт Николаевич Пшенников, народный художник Якутии, заслуженный деятель ЯССР, ветеран Великой Отечественной войны, 4-го съезда художников РСФСР. Он является почетным гражданином села Ангар. Ксенофонт Николаевич отметил свое 90-летие. Я думаю, что мы все должны поздравить Ксенофонта Николаевича с замечательной датой и прекрасной выставкой, которую мы сегодня открываем. Конечно, очень сложно анатомировать творчество художника, распределять его по определенным векам, стилям, каким-то эпохам. Вот, поэтому мне кажется, что надо начать прежде всего с биографии художника, потому что это именно то начало, откуда берется все то вдохновение, весь тот творческий посыл, который отражается в его искусстве. Ксенофонт Николаевич родился в прекрасной местности. Это Алёбнинская земля, село Нелен, древнее село, которое было основано еще в 1766 году и которое долгое время сохраняло свои добротные дома, свою старую церковно-приходскую школу, церковь, магазины. Но, как всегда, история вмешалась в жизненный путь этого села, и когда начались укрупнения сел, когда так называемые села, которые как бы не приносили особой доходностью, они объединялись в большие совхозы, колхозы, и в результате многие из них, конечно, захерели, кто-то вообще исчез с лица земли. Ну, издавна было Имщицким селом, и поэтому люди там занимались не только извозом, но они занимались рыболовством, какими-то другими, и, ну, естественно, там была, большая, очень такая кровавая война, и в 18 лет, в 1944 году, Ксенофонт Николаевич получил повестку и ушел на фронт. Во время войны он служил в Дауре, в 67-м стрелковом полку, перевал Хинган. При этом участвовал в тяжелейших боях и дошел до Порт-Артура в звании младшего сержанта. Получил травму головы. В мае 50-го года он демобилизовался. Так случилось, что командиром Ксенофонта Николаевича оказался художник. Он как раз и понял, что его главная мечта – это стать художником. То есть та вот мечта детства, когда он рисовал, но это было еще как бы неосознанно, но впоследствии она воплотилась в такую вот, ну, единственную мечту, которую он хотел, чтобы она как бы, ну, в его жизни произошла. И когда в 50-м году он мобилизовался, это был май месяц, в этом же году, уже в августе, он поступает в Якутское художественное училище, которое закончил в 55-м году. Но мы сейчас услышали только что большую биографию. Действительно, вот, человек родился в далеком 24-м году. Это, конечно, период становления нашей республики, гражданская война еще местами, конечно. Но и Ксенофонт Николаевич с детства, когда в 30-х годах образовались колхозы, там совершенно еще дети, подростки трудились наравне со взрослыми. Непосредственным участником тех далеких событий 30-х, начала 40-х
годов. Ну и, конечно, он молодым парнем, 18-летним, был призван в Великую Отечественную войну, участвуя в Восточном фронте, участвовал в разгроме Квантунской армии и, конечно, завершение Второй мировой войны. Ну и после военное время он получил образование художественное, но и всю жизнь трудился как художник, скульптор, и действительно очень много трудов Ксенофонт Николаевич до этого преклонного возраста продолжает еще трудиться, занимаясь любимой творческой работой. Сделал скульптуру наших знаменитых героев Советского Союза и Федора Хлопкова, своего легендарного земляка, снайпера, известного Ивана Кульпертинова. Государственное собрание Юг-Тумен Республики Саха-Якутия награждается почетной грамотой Пшенников Ксенофонт Николаевич за заслуги в области искусства и культурного развития Республики Саха-Якутия. Разрешите вручить грамоту, часы и приветственный адрес. Мы сегодня собрались поздравить с открытием выставки по случаю 90-летия нашего уважаемого Ксенофонта Николаевича. Да, действительно, даже слов не хватает, потому что 90 лет ветеран войны, мы в прошлом году отметили на очень высоком организационном уровне 70-летие Великой Победы. И пример нам, нашему молодому поколению, действительно, сейчас мне говорят, что действительно пользуются компьютером, флешками и так далее. Это живой пример, это легенда. Это один из первых скульпторов нашей республики, потому что вашей работой вы действительно увековечили нашу историю. Действительно, в наших селах, в городе Якутске, в наших городах, это ваши работы стоят. В Национальном художественном музее стоят ваши работы, около 30 работ ваши работы стоят, и, конечно, этим и обучают нашу молодежь. Дай вам Бог здоровья, огромное спасибо и долгих лет жизни. Кадры Якутской городской думы, поздравить вас с такими красивыми, замечательными юбилеями. Я думаю, что это так здорово, когда человек в 90 лет еще и открывает свою персональную выставку. У нас в городе проживает 350 человек в возрасте 90 лет и старше. И Ксенофонт Николаевич пополнил ряды этой замечательной армии 90-летних, самых мудрых, самых, наверное, действительно знаменитых, известных жителей нашего города. И каждый год мы отмечаем 90-летие художников. Это ведь талант прожить большую творческую жизнь, это феномен человеческий, и оставаться в силе и дальше творить. Я поздравляю вас и поздравляю всех нас, что рядом с нами присутствует, живет, творит талантливая, творческая личность, скульптор Ксенофонт Николаевич Пшенников. В нашем музее около 30 его произведений разного характера, станковые композиции, портреты. И также он создавал монументальные произведения. Творчество его знают многие, поскольку они не только в городе Якутске, не только в нашем фонде, и по России, и по селам нашей большой такой территории. Но я хочу сказать о том, что 18-летним пареньком он ушел на Великую Отечественную войну в 1944 году и участвовал в блестящем разгроме Квантунской миллионной армии
которая как бы завершила Вторую мировую войну. И вот пройдя вот эту закалку совершенно молодым пареньком, он как бы вот вынес вот из этого тягостных таких и победных как бы лет, закалил свой характер. И это сказывается в его произведениях. Они душевные, они очень теплые, прекрасно переданы характеры. Это портретные его произведения. Я считаю, просто талантливая такая по жизни личность. И желаю вам долгих лет жизни, творческой жизни. И, наконец-то, мы приобретаем с помощью Министерства культуры, Владимир Иванович здесь, портрет народного артиста Антонова в бронзе. Он теперь будет в нашем фонде. Спасибо вам. Ну, а это наш букет я хочу вручить Нелли Васильевне. От имени Союза художников прошу поздравить вас с этой датой замечательной. И желаю вам крепкого здоровья, желаю дальнейших творческих успехов. Вы являетесь членом Союза художников СССР 1964 года. За этот срок уже более 50-60 лет творческой деятельности вы сделали очень много, внесли большой вклад в наше искусство в России. Ваши памятники находятся везде по республике, в наших селах. Это в основном посвященные героям войны, героической нашей истории. Эти памятники являются таким же, уже, я бы сказал, что они уже являются историческим наследием, которое является центром, скажем, уже является центром культуры многих этих сел. И мы знаем, что вы ведете очень большую просветительскую работу, работаете с подрастающим поколением, радио, телевидение. И спасибо вам за это. Огромный вклад, много работ ваших здесь находится в нашем музее, в республике и в музеях также России. Вот, вы также являетесь автором памятника в городе Иркутске, несколько памятников герою Рыжикову, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Я бы сказал, работа скульптора очень такая сложная. Это работа с материалом. Вот самый крепкий материал, это у нас является гранит. Вот памятник Дзержинского сделан из гранита. Самый твердый материал. Это большой труд. Это огромная сила, характер, чтобы побороть и вытащить именно такой огромный, прекрасный памятник. Ваши композиции всегда удивляют. Знаете, это вы работаете прекрасно, справляетесь с любым материалом. Вы настоящий профессиональный, высокопрофессиональный скульптор, который является большим примером для нас. И вообще, еще раз поздравить вас с этим событием. В Москве в прошлом году была вручена нашим председателем Союза художников лично, была вручена Ковальчуком, была вручена медаль, высшая знак отличия, это медаль, золотая медаль Союза художников, традиции, мастерство и вдохновение, что проходит красной линией по всему творчеству нашего уважаемого Царьгорода Николаевича. Хочу пояснить, почему я обращаюсь так, почему я называю Ксенофонта Николаевича старшим братом. Потому что он является почетным казаком Якутского казачьего полка. Это великая честь быть почетным казаком нашего полка, потому что казаки Якутского казачьего полка принимали участие во всех боевых действиях, которые вело наше государство за последние 400 лет. Это и Севастополь 1854-55 года, где погибло наших казаков около 6 тысяч. Это в то время относился и Камчатка, и Сахалин, все. Это и Карпаты, это и Шипка, это и Отечественная война, где уважаемый Ксенофонт Николаевич
представитель нашего старшего поколения, нашего полка, принимал участие в боевых действиях. Я хочу поблагодарить нашего заслуженного работника, художника нашей республики, нашего почетного казака за его огромный вклад в искусство, в работу по искусству, которое сегодня, на примере которого мы сегодня воспитываем наше поколение. Поколение даже наше, уже вроде нам за 60, но мы все изучаем историю, изучаем художество, изучаем народную музыку, фольклор нашей республики. На вашем примере, на примере наших предков мы обучаем сегодня молодежь, начиная от 7-летнего возраста и кончая нами уже стариками. Верность под номером 1. Это орден под номером 1. Ксенофонт Николаевич, дорогой, уважаемая Нелли Васильевна, дорогие товарищи и друзья, сегодня отмечаем такую замечательную дату, 90 лет участнику Великой Отечественной войны Ксенофонт Николаевичу. Это говорит о чем? Что история и жизнь движется, на месте не стоит. Когда-то молодой казак, солдат пришел в Красную армию и отдал все возможное для того, чтобы мы пришли домой победителями. И вот сегодня же отмечаем 90 лет. Дорогие друзья, но Ксенофонт Николаевич, кроме того, что вот сегодня рассказали автобиографию, сколько он сделал и что он сделал, это говорит о том, что человеческая закалка молодого бойца, она закрепилась, и он, слава Богу, дожил до 90 лет. Поэтому я, вот сегодня как участник Великой Отечественной войны, пришли мои также солдаты вот со мной, чтобы поздравить тебя, дорогой, с этим юбилеем. Здоровья, за твой... Поздравить радость от городского совета ветеранов. Да. Ну, что мы могли, то мы помогли. Так что дай Бог. Первыми организаторами почтовой гоньбы были именно предки Ксенофонта Николаевича. И потом, значит, вы знаете, что чтобы кровь не смешивать, деревни, значит, ездили друг к другу, искали невест, женихов, и таким образом между деревней Невель и деревней Кочегарова образовалось очень много семейных связей, в том числе и связь от нашего рода Кулагиных и рода, вашего рода Пшенниковых. Но сейчас, Ксенофонт Николаевич, я хотел бы сделать тебе маленький сюрприз такой приятный. Значит, я несколько лет назад задумался, как же увековечить память наших деревень ямщицких. Многие, которые уже, к сожалению, исчезли, остались только в памяти людей. И у меня пришла мысль, что надо сделать часы, которые бы посвящались каждой деревеньке, которые были на Ямщицком тракте. И вот я придумал вот такие часы. Значит, на этих часах изображены все почтовые станции, которые были на Якутском почтовом тракте по положению на 1908 год. И эти часы посвящены почтовой станции Неленская, на которой родился наш сегодняшний юбиляр. Вот внизу фотография. Значит, вот именно вот на этом месте, где сейчас стоит покосившийся столбик, стоял дом, в котором родился наш Ксенофонт Николаевич. А вверху изображена картиночка
ты, наверное, сейчас понял, зачем я у тебя просил эту картинку и просил нарисовать твой дом, как ты его помнишь. И вот на этих часах изображен дом, в котором жил, родился Ксенофонт Николаевич. Я сопровождаю тебя, Ксенофонт Николаевич, такими словами. Расплавилась зорька над краем Троенским, склонилась черемуха к самой воде. У многих из нас есть своя деревенька, священное место на этой земле. И вот я думаю, что вот эти часы будут согревать твою и Нелину, и ваших детей душу и сердце. И я думаю, что они отсчитают и 95, и 100 лет, потому что ты полон сил и энергии, и дай Бог тебе сил, чтобы вы справили еще несколько твоих юбилеев.